Выпало счастье в моей судьбе познакомиться с памирцами, и это произошло в очень трудный период для Памира. Это был период гражданской войны, 93-94 годы. Максим, рассказывайте. Да, 93-94 годы, и когда народ Памира был в очень тяжелых условиях, в период гражданской войны побежало очень много населения из центральных районов Таджикистана, этнических выходцев из регионов Горного Бадахшана, которые жили в Душанбе или в других городах, они прибежали на Памир. Очень большие группы отрядов оппозиции находились на Памире, и поэтому Памир испытывал экономические затруднения. Кроме того, Памир попал в экономическую блокаду. Была блокирована дорога со стороны Мургаба, и была блокирована дорога со стороны Душанбе, со стороны Дарваза. В 1995 году население Памира испытало такие экономические трудности, что руководство Горно-Бадахшанской автономной области сделало заявление: если не откроют дорогу или если нам не пойдут гуманитарные поставки, не пойдут, то население Горного Бадахшана находится на грани фактически вымирания, то есть умирания. Я знаю случаи, когда женщины памирки выходили со своими детьми на берег реки, они были готовы бросить маленького грудного ребенка в реку, это мне сами памирцы рассказывали, для того, чтобы, например, выжил старший ребенок. Уже настолько было тяжело. И в этот момент пришла гуманитарная помощь по линии фонда Ага-хана. То есть именно в этот период был спасен народ Памира, пошли поставки груза воздушным путем, и потом был проложен коридор, что фактически спасло население Памира от голодной смерти. Но не только население Памира, поскольку в блокаде находились и прилежащие районы, которые входили в Горно-Бадахшанскую автономную область. То есть население Памира в своем большинстве, население Горно-Бадахшанской автономной области по религиозной принадлежности, исмаилиты. И исмаилиты появились на Памире в уже XI веке. Их духовное развитие связано с именем Насира Хусрова, проповедника, который пришел и осел в долине Юнган, которая сейчас находится на территории Афганистана. И с этого момента население Памира в основном исповедует исмаилизм. Исмаилизм – течение в шиитском исламе, и с давних времен исмаилиты испытывают некое затруднение в общении с представителями других групп ислама. Ну, просто потому, что так бывает, что в культуре это закономерное явление, когда люди разных культур не умеют друг друга понять. Сейчас уже разработаны методики, которые помогают нам найти общий язык. Вот. А в то время это, конечно, было трудно. Да, и сейчас на территории, во многих наших окраинах, да и в самой Москве, это тоже сложно. Так вот, жители Бадахшана получили гуманитарную помощь, но получили жители Бадахшана все, независимо от того, были ли это исмаилиты, мюриды, приверженцы, последователи Ага-хана IV, или были это представители суннитских районов. В Дарвазе настолько велико почтение к личности имама Ага-хана IV, что его именем в начале 2000-х, 2003-2004 год, суннитское население одного из кишлаков, Даштак, попросило назвать и присвоить, переименовать школу имени Макаренко в школу имени Ага-хана IV. Это выступили представители суннитской общины, потому что они помнили о том, как Ага-хан IV спас их от голодной смерти в начале 90-х, в 95-м году. Что еще можно сказать о... Да, вот отлично. Бадахшан, это вот Памир, да, у нас картина так называется, народ Памир. На Памире живут еще люди, но дело в том, что... Да. Вот такие моменты там... Да.
Дело в том, что Это к этому соединено. географически Памир – это горная цепь, и то, что мы называем Памиром, на самом деле это фактически является западным, да, предпомирьем. И как территория, например, Шугнана, Рошана, Ишкашима, мы называем это памирскими территориями, но географы относят это к зоне предпомирья. Вот. Точно так же мы к западному предпомирью можем отнести и Дарвазский район, который входит в состав Горно-Бадахшанской автономной области. Просто на территории, например, которая находится за Ванчем, это территория именно компактного расселения представителей одной культуры. Это монолитная в религиозном отношении, это монолитная община. Община, исповедующая исмаилизм. В исмаилизме есть свои обычаи, свои обряды, свои ритуалы. И такое компактное проживание народа помогает им не выделяться и иметь свои молитвенные здания, которыми являются джамаат-хана. У исмаилитов нет мечети как таковой, а есть дом, в котором все приходят, и женщины, и мужчины собираются вместе для того, чтобы совершить коллективную молитву. У суннитов дела обстоят немножечко по-другому. Люди ходят в мечеть, различаются формы проведения намаза, люди совершают молитву раздельно, мужчины отдельно от женщин. А в исмаилизме и мужчины, и женщины, они ставятся на, в общем-то, это равноправие. И путешественники, российские путешественники, которые впервые приехали на Памир в XIX веке, в середине XIX, ближе к концу XIX века, они были удивлены, проехав Среднюю Азию, они были удивлены тем, что, насколько они называли Памир царством матриархата, насколько уважительное отношение к женщине. Женщина не закрывает лицо платком, как это происходит по территории например, всего Бухарского Эмирата или за пределами Бадахшана. И сегодня, если мы посмотрим на территории, к примеру, афганского Бадахшана, то женщины-исмаилитки стали закрывать лицо платком. Специальной, чадрой. Это произошло из-за того, что даже в советское время, в советский период, когда российские советские войска были на афганской территории, Памир, женщины Бадахшана до Файзабада, они ходили с открытыми лицами, потому что это было убеждение их религиозное, что чадра для женщины не нужна. Женщина и мужчина, они равноправны. Они стали надевать, женщины афганского Бадахшана, надели чадру, только когда талибы, маджахеды стали захватывать эти территории, то есть после ухода советских войск. Потому что почему? Чадра стала средством защиты женщины от того, чтобы ее не захватили в рабство. То есть мужчина не поступил бы с ней по своему произволу, так как он желает. И в исмаилизме этого абсолютно нет. То есть очень достойное, уважительное отношение мужчины к женщине. Мужчина к женщине. Конечно, прекрасная природа Памира, красивейшие горы, удивительные камни, лазуриты, лалы, рубины. И люди живут в этой красоте, в этой природе, чистейшие источники, которым просто этой природе люди поклоняются. И природа наделяется святостью. Очень много мистических разных явлений происходит в горах. Русские художники Рерихи, Николай Константинович и Рерих, и его жена Елена Ивановна, которые уехали в начале, после революции, они эмигрировали, сначала уехали они в Соединенные Штаты, потом они переехали в Индию, и они писали свои картины, но они также, Елена Ивановна и Николай Константинович, они писали духовные произведения, и они говорили именно о той мистике, которая происходит в горах. Рерихи организовывали экспедицию
по территории, ну, прилегающей к Памиру. Они даже создали институт света Урусвати в Гималаях. И это единая вот эта вот система, вот эта горная Памира, гиндукушская цепь, которая ведет в Индию, она как бы служила таким духовным мостиком и для рерихов, для наших как бы художников, которые являются, в общем-то, нашим духовным достоянием. Все эти мистические картины оказали очень большое влияние на них. Так, стоп. Да, эти художники, художники, интеллектуалы, они почувствовали это за счет знаний, логики, за счет такого развития художественного, обучения в художественных школах. Люди, которые живут непосредственно в этих условиях, они это чувствуют от рождения. То есть они чувствуют это сердцем, потому что они каждый день идут пешком, и они идут в горы. Они видят мистические картины, и они поклоняются Богу, потому что они видят, что Бог, Он разлит буквально в каждом камне. И здесь вот можно даже вспомнить, да, стихи Амара Хаяма, который сказал: месяцами сменялись до нас, мудрецы мудрецами сменялись до нас. Эти пыльные камни у нас под ногами раньше были зрачками пленительных глаз. Вот, то есть мы не знаем, история нашей Земли, история человечества такова, что мы не знаем, что этот камень, насколько как бы он способен воспринимать, чувствовать. И население Памира, оно очень мистично именно поэтому, потому что оно чувствует природу за счет своего нахождения в ней, чувствует это просто природно и генетически. И на Памире сохранена вот эта древняя культура, и она оказалась не уничтожена процессами урбанизации, глобализации, которые происходят во всем мире. Поэтому на Памире сохранились уникальные языки. Языки, которые, ну, они вообще подпадают под охрану как памятники культуры нашего человечества. Это древние иранские языки. И их нужно не просто изучать, а нужна целая программа для их сохранения. Потому что сейчас, к сожалению, после распада Советского Союза в республиках постсоветских существует, ну, ряд сложностей, экономических в первую очередь. И возникли такие проблемы, как трудовая миграция. Очень много памирцев, просто большой поток памирцев, интеллектуалов уезжает из родных сел, уезжает в центральную Россию для того, чтобы заработать деньги на пропитание своей семьи, потому что иначе способа выжить там нету. Это очень сложные горные условия, найти работу невозможно, в советское время люди были все обеспечены. Люди приезжают в Россию, где никто не знает, очень мало знают о их самобытной культуре. Люди начинают утрачивать свой язык, люди редко возвращаются назад. Возможно, должна быть создана даже какая-то программа по сохранению памирских языков, по изучению памирских языков, по изучению культуры народов Памира, например, в России, в Москве, в международном масштабе, потому что это фактически реликтовая культура. Вот наш современник, который очень мало известен в России, но очень хорошо известен за рубежом, писатель Тимур Зульфикаров, он написал роман «Коралловая эфа». И он придумал образ реликтовых змей, коралловых эф, которые живут в Орзобской долине на райском дереве, черешне. И эти коралловые эфы сохранили мудрость веков, которые еще идут из древних времен от древнеиранских царей. Так вот, мне кажется, дело в том, что автор очень сложен, да? Тимур Зульфикаров, он очень сложен в понимании. Очень многим его тяжело понимать. Мне кажется, что Тимур Касымович, когда он пишет произведение, он является фактически как суфием, проводником, который слышит какие-то мысли, неспосылаемые ему, слова, неспосылаемые свыше. И в результате в его романе «Коралловых эф» главный герой уничтожает. Так вот, чтобы мы не уподобились
чтобы наше общество не уподобилось к Алику Аминадаву, главному герою романа Карала Веефа, романа, который был выдвинут на Нобелевскую премию, и умели, чтобы мы могли видеть уникальную культуру. Я очень положительно отношусь к этим коралловым эфам, которые в романе почему-то где-то даже как бы негативным таким оттенком наделены. Но как историк, я понимаю, что, да, как человек я понимаю, что это созданный образ. Но с другой стороны, все мифы, они создаются не на пустом месте. И как историк я просто могу провести такую параллель, что мы имеем уникальное реликтовое наследие в виде языков, в виде культуры, в виде отношения к камням, к источникам своим. И, например, проходят на Памире, проходят некие реформы. Я свидетелем этому была. Приезжают люди, которые работают, зарубежные представители по линии международных фондов из Лондона, из Франции. И эти люди, советники, они начинают по-своему строить политику в отношении традиционного культурного наследия народов Памира. Они говорят, пишут докладные записки, что Чирок-Раушан неуместен, что это древние, что это языческие культы, что это поклонение огню, что это надо уничтожить. Я разговаривала с людьми, и у нас был международный большой конгресс востоковедов. Один человек сказал: пришла советская власть, они хотели уничтожить мою традиционную культуру и уничтожить мой Чирок-Раушан. И сейчас наступает такое же время, когда приходят иностранные советники, и не разобравшись в моей культуре, они хотят уничтожить мои камни, которым поклонялся. А я помню, что этому камню поклонялся мой дед, поклонялся мой прадед, и мне ничего не надо. Мне нужно, чтобы сохранились камни около моего дома. Вот. И поэтому, когда, до тех пор, пока такие люди есть, да, до тех пор мы будем иметь свидетельство древнейшей истории. Потому что если из Памира уедет все население Памира, и не все, а большая часть, старики уже уходят, они не помнят, молодежь приезжает в другую среду и получает культуру глобального мира. Негативную культуру, связанную с алкоголем, наркотиками, с какой-то музыкой некрасивой и бьющей барабанные дроби африканских племен. А зачем это привносить на Памир, когда на Памире своя уникальная музыкальная культура? И музыкальная культура Памира, я не музыковед, но я просто воспринимаю это по своему как душевному восприятию, по образам, которые я вижу, когда, например, слышу музыку Самандара, исполнителей, и памирских исполнителей, или, мне кажется, вот Далер Назаров, да, что он многое взял именно из бадахшанских мотивов. И эта музыка, она связана с природой. То, что мы слышим в природе, в музыке Памира мы слышим, как ночью, зимой, среди в горах гремит там, например, снежный ветер ледяной, да, или в том же ботаническом саду. Если, когда вы приезжаете в ботанический сад, это уже не зимой, а летом, и вы живете в ботаническом саду, высокогорном, самом высокогорном саду Советского Союза, на Памире, и под вашими окнами гремит гунд, и поют цикады. И вот это все, это нашло свое отражение именно в музыке Памира. И музыка Памира, она не похожа на музыкальная культура памирцев, она не похожа на музыкальную культуру, мне кажется, вообще Средней Азии. Музыкальная культура Средней Азии другая. Она не горная, а это горная мистическая музыка. И в большей степени я бы даже сравнила с индийской музыкой. И надо сказать, что вообще территория Памира, она исторически была мостиком таким для связей между Индией, из Индии, Тибета, через территорию Памира проходили на север караваны паломников.
Потом Памир находится в очень уникальном географическом месте, где соприкасаются, как бы соединяются Китай, Пакистан, ну, Пакистан там частично, да, через Афганистан уже опосредованно, Пакистан, Индия, Китай, Афганистан, то есть много культур сразу здесь встречаются, и они в этом котле, то есть они вот в этом горном котле, они начинают сосуществовать вместе, и поэтому, конечно, они влияют друг на друга, и они начинают приобретать какие-то похожие оттенки, схожее звучание. Что мы еще не сказали? Много чего не сказали. Вот вы слышали, да, вот про это, вот на Памир вот нашли, да, вот здесь картины, вот буддийские. Буддийские маршруты, именно связанные через территорию Памира, шли буддийские пути. Начиная с VII века буддизм шел из Индии, Индию, охватывая Китай, и это все проходило в Ваханский коридор, Ваханская долина, там это было очень сильно развито. Также вплоть до территории Памира дошли войска арабского, когда был в период арабского халифата, территориальные вот войны, и тогда представители арабского халифата и представители империи Тан тоже были битвы, и это было все на территории Памира. То есть Памир – это территория, это земля с культурой очень древней, но еще раньше это культура скифов, которые шли, и предположительно, что расселение, северные скифские потоки, они шли из северных территорий через Памир на территорию Индии проходили. Поэтому, например, в музее Душанбе можно найти очень много таких вот материальных свидетельств того времени. Но я не археолог, и поэтому не буду, как говорится, заострять на этом внимание. Мне кажется, что вы найдете специалистов, которые об этом вам расскажут гораздо лучше. Да. Что касается добровольного присоединения к России, то, на мой взгляд, это очень, это все очень тяжелый процесс. Почему? Потому что территория Стоп. Я пошел. Хорошо. Начали. На мой взгляд, разделение Бадахшана – это очень трагический процесс. Просто в XIX веке, когда началась политическая игра между Британской империей и Россией за раздел сфер влияния, Бадахшан и Памир попал именно в эту игру. И народы Памира оказались втянуты так или иначе, они оказались втянуты в соперничество между двумя большими государствами. Но памирцы, жители Бадахшана, они посмотрели, что, в общем-то, для них контакты с Россией, они для них более продуктивны, нежели находиться под влиянием афганского или бухарского эмира, поскольку русские, они пришли из другой культуры, христианской, и эта христианская культура, европейская культура, она оказалась ближе для народов Памира, нежели, например, на взгляд памирцев, более отсталая бухарская культура. Почему? Потому что у памирцев очень в силу их религиозного учения, исмаилизма, очень трепетное отношение к образованию. И сам один из главных принципов исмаилизма, что ты должен везде искать знания. То есть ты всегда должен совершенствовать свое знание. И поэтому для памирцев контакты с русскими означали выход на какой-то совершенно другой уровень. Если бы, наверное, памирцы в этот момент столкнулись с англичанами, пришли сюда англичане, но англичане не дошли до территории Памира, возможно, памирцы контактировали бы и с англичанами. Потому что англичане тоже несли европейскую культуру, и они уже несли некие идеи передового образования, и